многие посмотрят нас. Да, так и бывает. Да, так всегда и бывает. Ну, во-первых, меня попросили рассказать, что такое кинезиология. Да. Я могу вам сдать ссылку. Вот есть такой сайт, называется «Мастерская массажа и мануальной терапии». Отрощенко Игорь Николаевич. Вот вы посмотрите, и вам это нужно все видеть. Понимаете, просто словами это рассказать как бы невозможно. Но получается, что кинезио – это движение, а Мгм. терапия – это лечение. То есть лечение от движения получается. Но здесь самое главное нам посмотреть рефлексы мышц. Мы мышцы раздражаем и получаем ответную реакцию от мышц. И мы уже понимаем, здоровая мышца или нездоровая мышца. И в зависимости от этого мы уже или лечим эту мышцу, или идем дальше и ищем именно причину заболевания. Иногда бывает так, что, например, болит икроножная мышца, а причина заболевания находится в шее. И как бы мы ни лечили эту икроножную мышцу, как бы мы ее не массажировали, как бы мы ее не натирали какими-то обезболивающими мазями, боль в икроножной мышце все равно не проходит, судороги идут, а причина располагается в шее. Понимаете как? И получается, что чудесным образом, когда мы находим причину в шее, мы только полечили шею, и икроножная мышца перестала вообще болеть. И человек вообще перестал помнить, что у него когда-то болела нога. Ну, то есть вообще вот такое лечение, это просто граничит с волшебством. Я когда это все увидела, я просто вот влюбилась в эту кинезиологию. И поехала на курсы. 3 раза я была на очных занятиях в Екатеринбурге. Ну, конечно, это как бы недешево. Каждое занятие больше 50 тысяч мне обходилось. Но вот теперь вот я познакомилась с Отрощенко Игорем Николаевичем. У него есть онлайн-уроки. И он, знаете, он все очень тщательно показывает. И что по его урокам, по его интенсивам можно вообще научиться что-то делать, и получается. Конечно, у меня мечта съездить очно к нему, но его занятия он принимает в Самаре, в Москве. Это стоит еще дороже, чем здесь у нас в Екатеринбурге. Ну, надеюсь, что наработаю денежку и поеду, и вот именно познакомлюсь с этим человеком. Я очень ему благодарна за то, что в некоторых случаях идут такие классные результаты. Ну, все вы, наверное, знаете, что анорексия, когда человек не кушает, когда он перестал есть, это страшное заболевание. И лечат его только в психиатрической лечебнице. И лечат очень долго капельницы ставят с различными страшными препаратами. А здесь, представляете, у меня девушка была с анорексией, и мы с ней провели всего 1-часовой сеанс. Она пришла домой, она попросила кушать и начала открывать душу своей маме. Она начала рассказывать ей, что у нее произошло, что случилось, и начала плакать. То есть из нее начали выливаться вот эти вот эмоции. Ну, поэтому кинезиология и меня вот привлекает как психокинезиология, потому что можно работать на психику человека, можно восстанавливать ее, можно улучшать его состояние, если у него уйдут вот эти вот отрицательные эмоции, стрессы, когда-то перенесенные им в глубоком детстве, он про них давно не помнит, а подсознание об этом обо всем помнит. Ну, вот такая вот реакция. Ну, теперь давайте про Глорион. В Глорионе я с 2001 года. Я очень люблю препараты Глорион. И в то время, в 2000-х годах, знаете, было множество всяких разных компаний, которые начали
выпускать биологически активные добавки. У меня был кабинет, где я вела платный прием. И, естественно, все эти компании проходили через мой кабинет. Они все предлагали мне эти препараты для того, чтобы я их продавала. Какие-то препараты, ну, вот Довгань был такой, знаете, у него была целая компания, он на глюкозу, на таблетки из глюкозы наслаивал информацию буквально от всех таблеток и продавал эти таблетки глюкозы. Но, слава богу, что эта компания ушла компания «Счастье жизни». В общем, все компании, которые были несостоятельны, они ушли. Вот сейчас на рынке осталась компания «Глорион», осталось «Сибирское здоровье». Ну, тоже я вот уважаю эту компанию «Сибирское здоровье», но все-таки нет препаратов лучше препаратов фирмы «Глорион». В этом я убеждена на 100%. Почему? Потому что я врач, и наши препараты, они работают как фармакологические препараты. Они парафармацевтики. У всех есть фармакологическое предназначение, фармакодинамика. Как препараты должны работать, так они и работают. И вот сейчас я хочу вам рассказать про чудесный препарат Кардамегу. Сейчас это Кардамега плюс. Я им очень широко пользуюсь и сама, и назначаю своим клиентам, почти всем назначаю этот препарат. Почему? Потому что его нужно пить с профилактической целью. Но почему Кардамега? Кардио – это сердце, омега – это полиненасыщенные жирные кислоты. Сейчас, значит, раньше у нас полиненасыщенные жирные кислоты – это был жир глубоководной акулы катран. Сейчас же это жир глубоководных диких пород рыб из Исландии. И плюс еще сюда сейчас добавилось льняное масло. Льняное масло, оно имеет тоже очень много привилегий и тоже работает как полиненасыщенные жирные кислоты. Ну, нужно вообще сказать о двух главенствующих системах в нашем организме. Это сосудистая система и это нервная система. Они так близко друг с другом переплетены, что одна система не работает без другой системы. К самому мелкому сосудику подходит нервное окончание, чтобы регулировать работу этого сосуда. А к самому мелкому нервному окончанию подходит сосудик, чтобы питать это нервное окончание. И вот вы представляете, и сосуды, и нервные окончания, они зависят от влияния препаратов, которые находятся в Кардамеге. Ну, так вот сейчас поговорим немножко про полиненасыщенные жирные кислоты, которые объединены в Кардамеге под названием омега-баланс. Ненасыщенные жирные кислоты, они участвуют в образовании и укреплении оболочки абсолютно всех клеток. Но особенно это миелиновая оболочка нервной системы, проводящих нервов нервной системы. Поэтому, если недостает полиненасыщенных жиров, то миелиновая оболочка, она рвется, она ухудшает свое проведение импульса по проводящим путям. Вот представляете, глобальность проблем, которые решает Кардамега. Причем полиненасыщенная жирная кислота омега-3, она поступает в наш организм только извне. Не синтезируется в нашем организме омега-3. Поэтому она очень нужна для того, чтобы мы ее пили. Ну, также полиненасыщенные жирные кислоты улучшают текучесть крови, тем самым
предотвращая образование атеросклеротических бляшек, тромбов в сосудах, а значит, снижают риск инфарктов и инсультов, увеличивая качество и продолжительность жизни человека. Получается, у нас сосуды без атеросклеротических бляшек, они более чистые. А когда уже атеросклеротические бляшки уже сели, разрослись, то их из сосудов не вытравить ничем. Вот те статины, которые доктора назначают каждому, у кого гипертония, кто перенес инфаркт, инсульт, статины, они просто уплощают немножко атеросклеротические бляшки. Они не предотвращают образование атеросклеротических бляшек, и они их никак не убирают. Поэтому с целью профилактики кардамегу нужно пить заранее. Рекомендуется начинать с 35-летнего возраста и мужчинам, и женщинам. Особенно, конечно, мужчинам. Почему? Потому что здесь курение, иногда и алкоголь, которые усугубляют нарушения в сосудах. Если чистые сосуды, если хорошая нервная система, то улучшается работа и головного мозга. Улучшается память, концентрация внимания, когнитивные функции организма, то есть мышление, сообразительность. И предотвращается такая страшная болезнь сейчас у нас есть, болезнь Альцгеймера. Следующий комплекс – кардиовитаминный комплекс, который мы разберем, который есть в кардамеге. Меня больше всего интересует такой комплекс, как рутин, это натуральный растительный флавоноид. Он снижает ломкость капилляров и повышает эластичность капилляров. И витамины группы С, это жирорастворимая форма витамина С, аскорбилпальмитат натрия и натрий аскорбат. Натрий аскорбат еще уменьшает варикозную болезнь. Представляете, доктора по сей день применяют такой препарат, как аскорутин. Аскорутин для укрепления сосудистой стенки. Доктора особо не надеются даже на него, так как у этого препарата полностью химический состав. А у нас препарат полностью натуральный, и рутин натуральный, и витамины группы С натуральные. Очень зря, что некоторые доктора пренебрегают БАДами. Оказывается, в наших препаратах есть комплексы, намного улучшенные, во много раз они лучше действуют на сосуды и нервы. Мы улучшаем состояние нервной системы, регулирующую функцию нервных окончаний, состояние сосудов, их проходимость, эластичность. Но для питания всех органов нужна качественная, чистая, содержащая витамины, микроэлементы, аминокислоты и другие питательные вещества кровь. Для очищения крови в кардамеге есть антиоксиданты. Это астаксантин, мощнейший антиоксидант, гесперидин, лавитол. И, конечно, здесь витамины группы С опять, про которые мы уже говорили. Они убирают из крови свободные радикалы. Свободные радикалы – это грязь, это шлаки, это вещества, которые имеют свободную радикальную связь, которая может прицепиться в любом месте к любому органу и вызвать заболевание этого органа,
вплоть до онкологии. Наконец, поговорим об энергетической составляющей кардамеги. Это комплекс коэнзим Q10 и витамин В5. Вот, знаете, раньше, лет 35-40 тому назад, сердечную недостаточность лечили такими препаратами, как кокарбоксилаза, АТФ. Я не знаю, конечно, может быть, кто молодой не помнит об этом, и почему-то сейчас в аптеке нет этих препаратов. А у нас есть коэнзим Q10, который под воздействием витамина В5 превращается в кокарбоксилазу. А кокарбоксилаза превращается в АТФ. А АТФ – это аденозин-трифосфат. Это энергетический комплекс, это энергетика для сердечной мышцы, это энергия для сердечной мышцы, сгусток энергии. Она добавляет энергию. И когда мы пьем кардамегу, то через 3, 4, 5 минут наступает подъем энергии. Вот знаете, во время ковида приходили пациенты, прямо вот еле приползали в кабинет. Я весь ковид проработала на участке, поэтому видела этих пациентов. И у меня всегда с собой была кардамега. И если уж пациент вообще тяжелый, я ему просто на приеме давала выпить кардамегу для того, чтобы он хотя бы добрался назад домой. Но, приняв эту кардамегу, он потом звонил и говорил: ой, мне бы такие таблеточки. И знаете, вот я очень многих своих пациентов подсадила на кардамегу, и они и сейчас продолжают кардамегу пить. До ковида я сама принимала кардамегу только тогда, когда предстояла длительная поездка на машине или какая-то физическая нагрузка. Сразу чувствовала действие кардамеги. А когда я перенесла дважды ковид, то сейчас я принимаю кардамегу ежедневно, каждый божий день, потому что мне 67 лет, я хочу дожить, минимум до 90. Поэтому хочу, чтобы и сосуды, и нервы у меня были нормальные, чтобы я дожила до этого возраста в твердой памяти, с хорошей сообразиловкой. Мама у меня дожила до 91 года, поэтому перспективы у меня, слава богу, есть. И у вас они будут, если вы будете принимать нашу кардамегу. Теперь посмотрите, кардамега стоит 1680 рублей. Что это значит? Это значит, что в день где-то 50 рублей, не больше, вы тратите на улучшение своего здоровья, на профилактику таких страшных заболеваний. Поэтому я вас призываю, откройте для себя этот препарат. Кардамега принимается всего 1 раз в сутки, утром, чтобы сохранить сердечно-сосудистую и нервную систему. Некоторые пьют кардамегу и большее количество раз, но нужно предупредить, что кардамега может вызвать повышенную энергетику, то есть может вызвать и тахикардию, если принимать ее не так, как нужно, может вызвать повышенное давление. Поэтому 1 капсулы вполне достаточно утром принимать этой добавки. Вот все, что я про кардамегу хотела сказать. Пожалуйста, если кто-то хочет задать вопросы, задавайте. Если сейчас вы не присутствуете во время нашей передачи, то, пожалуйста, пишите. Да. Пишите, я могу письменно ответить на любой вопрос. Вот, я кардамегу тоже открыла для себя с новой стороны, Галина. Я же ее пропивала и избавилась от варикозного расширения вен. У меня еще вот несколько вопросов есть к вам, Галина. Вы Давай, сказали, конечно. что кардамегу надо пить, начиная с 30 лет. А детям можно давать или нет? И со скольки?
Ну, детям лучше давать с подросткового возраста. Но если у ребенка есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, если вегетососудистая дистония, то кардамега показана. Если порок сердца, то кардамега показана. Но у нас вот в городе единственный вообще кардиолог, детский кардиолог, доктор Елена Юрьевна, она назначает кардамегу своим пациентам. Иногда назначает прямо начиная с 3-летнего возраста. Для того, чтобы улучшить состояние сосудов, нервных окончаний. Иногда перед операцией на сердце, иногда после операции на сердце. То есть вот это вообще классная вещь. Еще я сейчас дежурю в санатории, который называется «Сосновая горка». У нас там реабилитация больных, которые перенесли сердечные операции. То есть это после стентирования, после шунтирования сердечных сосудов. И, конечно, вот я с ними работаю, рассказываю им про этот чудесный препарат. Конечно, я не отменяю никакие назначения кардиологов. Нет, не отменяю. Хотя могла бы отменить, например, разжижающие кровь препараты, но после операции все пусть идет своим чередом. Месяц-два они должны лечиться у своего доктора, у своего хирурга, кардиохирурга, и только потом уже можно переходить на биологически активные добавки. Если, конечно, у них там нет нарушения, серьезного нарушения ритма. Ну, то есть все по показаниям. Все абсолютно по показаниям. А с профилактической целью, да, с 35, я думаю, лет и до самого абсолютно нашего пожилого возраста. Ага, и вот вы сказали подростковый период, да, вот при подростковом периоде у ребенка начинается это, развивается организм и происходят какие-то перемены, и у большинства, ну не у большинства, наверное, у некоторых подростков отмечаются боли в сердце. И вот тогда им можно, да, давать Да, кардамин. конечно, потому что в подростковый период идет несоответствие роста сосудов, нервных окончаний и роста костей и мышц. Кости и мышцы растут быстрее, чем сосуды. Сосуды за ними не успевают. А кардамега, улучшая питание нервных окончаний, улучшая эластичность сосудов, она помогает детям перенести безболезненно этот период. Это вот очень И, важное, то, что ты подметила, Саргилан. и еще один вопрос, потому что у подростка 11 лет боли в сердце, ему какое-то назначение сделали, и еще у мальчика лишний вес. Ну, надо, знаете что, все равно медицину никто не отменял. Вот как Марина Кривцова первый раз сказала эту фразу, я ее уже много-много раз повторяла. Медицину никто не отменял. Надо этому мальчику обязательно сделать УЗИ сердца. Если ему делали и не увидели там никаких абсолютно нарушений, никаких пороков, тогда мы имеем право назначать наши препараты. А если у мальчика какой-то порок сердца, который ведет вот именно ко всему к этому, тогда, конечно, ну, видите, мы рассматриваем сосудистую систему и нервную систему. Ожирение происходит от чего? Потому что очень низкий уровень обмена веществ в организме. А обмен веществ завязан на щитовидной железе. То есть надо обязательно смотреть щитовидную железу, как работает щитовидка. Потом нужно смотреть, как и что кушает ребенок. То есть нужно упорядочить режим питания и упорядочить диету, чтобы он вот лишнего не ел, чтобы он все время не был голодный. То есть, может быть, это нужно поработать с нутрициологом, чтобы он ему прописал, например, 5-разовое питание, но чтобы ребенок никогда не был голодный,
чтобы было меньше калорий, но постоянно его организм не требовал еды. Ну, вы сами иногда знаете, что когда хочется кушать, то открываешь холодильник и поел селедку, потом съел яблоко, потом шоколадку, потом опять там чего-то солененькое. Ну, здесь видите как, еще вот существует два таких физиологических периода. Это в 16 часов и в 23 часа вечера. Повышенное выделение инсулина в кровь. А когда инсулин в кровь выделяется, то очень хочется кушать. Ну, поэтому вот как нутрициолог будущий, я скоро вот экзамены тоже сдам, вот, я своим пациентам советую, что обед переносить ближе к 4 часам. Для того, чтобы та пища, которую мы в обед сложили в желудок, тем инсулином, который в повышенном количестве в 4 часа выделяется, чтобы пища переварилась и инсулин весь истратился. А вечером вообще как бы советуют ложиться спать раньше, чем 11 часов. Ну, я знаю, не знаю, как у вас там темнеет. У нас, конечно, зимой темнеет рано, летом темнеет очень поздно, и невозможно нам улечься спать, когда телевизор, когда там все эти наши гаджеты. Но все-таки нужно стараться придерживаться вот такого вот режима сна и отдыха. Да. Тогда не будет у нас вот этих вот бесконечных заеданий, что-то там, перекусов. Вот это вот очень сильно вредит. Поэтому ребенку вот нужно еще на щитовидную железу обратить внимание, и на режим питания, и на диету. Вот это вообще, конечно, очень серьезная проблема. У зрителей есть вопросы? Раиса, Ольга, добрый вечер. У кого есть вопросы, можете задать. Я вам включу микрофоны. Руки поднимите, там должна быть кнопочка. Если у кого есть вопросы, но пока пока Никто не подождем, я хочу решается. поблагодарить, хочу поблагодарить нашу гостью Галину. Спасибо большое за очень интересный рассказ. И вот эта кинезиология меня очень заинтересовала, честное слово. И как вы сказали, это прямо как волшебство, да? И я Да, думаю, на что самом, она на очень самом деле, конечно, востребована. это вообще работа такая большая. Мгм. Почему? Потому что там и мануальная терапия, и остеопатия, и Мгм. кинезиологические методы, они очень помогают определить, что здесь применить, что в этом случае, какой метод лечения применить. Понимаете, тело само подсказывает, вот это нужно, а это не нужно. То есть это вообще, это просто вот супер такая Мгм. вещь хорошая, что... Если у зрителей нет вопроса, то я еще один вопрос задам Галине. Мгм, Вот мгм. методами кинезиологии можно ли помочь человеку, который попал, это ДТП, и из-за травмы у него вот это пострадала, двигательный аппарат, скажем, да, или, в общем, то ли лежит он, вот зрительница хотела подключиться, и я вижу, ее нет сегодня, поэтому я хочу Мгм. задать вместо нее этот вопрос. А, с помощью вот методики, технологий, кинезиологии можно ли восстановить движение человека? Ну, так сформулирую вопрос, Ну, наверное. у меня пока таких пациентов не было, Мгм. но я думаю, что если нет перерыва, например, спинного мозга, или не порвался нерв полностью, а просто он, например, находится в гематоме или зажат между мышцами или еще там что-то, то вполне возможно помочь человеку. Вы наберите кинезиолог и свою местность. Вот знаете, когда я приехала после учебы в Екатеринбурге, у нас МИАС небольшой город, 150 всего тысяч, и я, значит, набрала кинезиолог МИАС.
И представляете, высветилось 4 кинезиолога у нас в городе. Так что вот эта вот наука, она очень молодая, она развивающаяся. Она вот очень интересует и докторов, и просто массажистов. Поэтому вполне возможно, что в вашей местности уже есть кинезиологи. Или рядом где-то в городах. Поэтому, конечно, здесь, понимаете, здесь нужно с телом работать. То есть смотреть на него, смотреть рефлексы. С этой мышцы какой рефлекс, с другой мышцы какой рефлекс. Как реагируют органы, потому что с каждой мышцей еще и связаны органы у нас. Поэтому здесь, ну, вообще я говорю, здесь еще и математика, потому что нужно рассчитывать, что именно применить в этом случае, что применить в другом случае. Поэтому вот как-то заочно проконсультировать здесь не получается. Здесь нужно именно ощущать это тело, смотреть. И Но посмотрите, вот то, есть что я... А? надежда есть все-таки, да. Надежда есть. Посмотрите, вот Отрощенко Игорь Николаевич. Мастерская массажа и мануальной терапии. Запишите себе. Прямо найдете вы сайт. Мастерская массажа и мануальной терапии. Отрощенко Игорь Николаевич. Там очень интересная информация, и вы просто вот залипнете, когда откроете этот сайт, и увидите, какие действительно чудеса он делает. Это что-то. Но у зрителей нету, да? Варвара к нам присоединилась. Может, у Варвары есть вопрос какой-нибудь? Ну, хотя, ну, я... Но она ничего не слышала, поэтому чего Не слышала, задавать? но из-за того... Ну, вот я в объявлении писала, что А, будем говорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. угу. И Ну, вот у нас кардамега это самая разговор... лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому просто счастье, что у нас в Гларионе есть такой препарат. В Гларионе препараты все время комплексные. Если вы возьмете любой препарат, то в любом препарате есть очищение. Здесь в кардамеге очищение– это антиоксиданты. В любом препарате есть целенаправленная работа на какие-то органы. Здесь у нас нервная система и сосуды. И в любом гларионовском препарате есть добавления, то есть добавки. Это витамины, микроэлементы, аминокислоты. Здесь все это абсолютно есть. Витамины группы В, В1, В6, В9, ниацин. То есть витамин С, ну, С там 2 целых таких огромных препарата прекрасных. Есть витамин D, есть витамин Е, есть витамин К. То есть витаминный состав очень-очень богатый. И также есть микроэлементы, и калий, и фтор, и железо, и цинк, и йод, и кальций. То есть в кардамеге есть еще и микроэлементы, и витамины, которые поднимают наш организм. Без них никак. Все реакции, которые идут, они идут в присутствии витаминов и микроэлементов. Если вы помните вот курс химии, то там, значит, например, одно вещество реагирует с другим веществом, и такая стрелочка. А над стрелочкой написано под воздействием таких-то, таких-то ферментов. Помните, да? Так вот эти ферменты, это и есть микроэлементы и витамины в нашем организме. Иначе реакция химическая, биохимическая, она не идет. Поэтому витамины нужны, микроэлементы нужны, аминокислоты нужны, полиненасыщенные жирные кислоты очень нужны. Ну, вот так вот как-то. Спасибо большое за Угу. интересный и такой объемный рассказ. И Кардамега будет заслужила такое, как сказать-то, наше внимание, да? Да, И кардамега очень заслужила это внимание. Знаете, вот у заслуживает. нас же был период, когда не было кардамеги, месяца 4, наверное, помните это? Я просто вообще была в панике. Я со всех своих,
менеджеров собрала все кардамеги, которые только у них там в заначке где-то были, потому что у меня очень многие клиенты, они очень многие зависят от кардамеги. Поэтому кардамега это просто супер. Это здорово. А, Ладно, спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Приятно очень было, Саргалана, с вами Да. общаться. Ага, вот, ага, Спасибо. Всего ага. хорошего. До Спасибо свидания. вам всем зрителям и Галине за отведенное время, что вы были с нами, а Галине за то, что вы согласились сразу, да, на мое предложение и поделились своими знаниями, своим опытом. Спасибо вам большое. До следующей Саргалана, я встречи. ж тебя Надеюсь, что люблю, как же очень я много могу вопросов не к вам. откликнуться. Ага. Не только про Кардамегу. Ага. Счастливо всем. До Ага, свидания. до свидания. Мгм.